Ну что, во-первых, тут одни мужчины собрались с праздником этим. И женщины, которые у нас, я думаю, еще должны подойти. Все мы служили в советской армии, потом в российской служим сегодня. Это праздник мужества, праздник мужчин. Еще раз от Крымберлига, от Александра Михайловича, который от всех нас, всех с праздником. Сегодня мы собрались. Очень важное мероприятие. Мы еще раз должны подчеркнуть, что мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Другого мы не видим и другого не хотим. Выборы осталось тут 22 дня или сколько тут. Время быстро летит. Мы, Крымберлига, об этом первый из всех жителей Крыма и от крымских татар сказали 13 января. Гостиница «Москва». Единогласно проголосовали. Зал был полный. Телевидение России и всех стран Европы все подхватили, об этом все знают. Сегодня мы еще раз хотим подчеркнуть, вот у нас в гостях Александр Михайлович Бабков, который расскажет, как в Донецке живут, как здесь живут. В Донецке тоже очень многонациональная республика, одна из многонациональных в Украине, которая была, много татар там. Мы должны показать, что мы все солидарны. Поддерживая друг друга, мы поддерживаем будущее наших детей, наших внуков. И у нас есть примеры, когда мы и материально, и так помогаем жителям Донецка, Луганска, об этом скажем. Ну, если что, дополняйте. Конечно, большое спасибо. Но сегодня та ситуация, которая произошла в Донецке, до этого Донецк жил процветающим городом, процветающим регионом. В Донецке проживало 135 национальностей. И никогда в жизни по национальному признаку, по признаку вероисповедания никогда не было никаких конфликтов. Залогом успеха было это всегда созидательный мирный труд, направленный на благо людей. Естественно, то, что сегодня произошло, благодаря вот той недальновидной политике националистической власти, которая пришла в Украине путем государственного переворота, они сделали переворот и добились того, что развязали войну. Если взять предысторию Украины, то когда начинался еще первые шаги суверенитета Украины, тогда власть Украины объявила о том, что задекларировала равенство всех национальностей, развитие национальных округов, на жителей национальных поселений. Это была декларация, но затем законами они это все ликвидировали, закон о административно-территориальном устройстве, закон о языках, закон об образовании, убрал все эти предложенные инициативы, предложенные мирное существование и сделали одну титульную нацию, которая запретила всем нациям уже развиваться. И поэтому мы видим, когда принимались законы, и вот если взять, допустим, по аналогии Россию, как Россия развивается. В России есть национальные области, национальные округа, каждой народности дано право на сосуществование, на национальное развитие, на свою национальную идентичность. То сегодня нам сказали, что вы не должны только разговаривать на украинском языке, придерживаться только тех национальных традиций украинских, и потихоньку начали нас стирать нашу идентичность. И все вот это прошло, начали декларировать, произошла подмена понятий, таких как европейский уровень жизни, на евроинтеграцию. То есть никому никто не дает, если мы хотим жить по-европейски, значит нужно поднимать европейский уровень жизни, европейские давать возможности жить, европейские заработные платы, европейское социальное обслуживание, европейские социальные гарантии. Вместо этого назвали интеграция, но мы видим падение медицины. И сегодня до чего достигла Украина, это второе место по смертности и предпоследнее по рождаемости. Население сокращается, экономика падает, государственный долг растет. И, естественно, и эта политика и в отношении Крыма, и в отношении крымских татар сегодня претендует на Крым. А что они дадут Крыму? Какими законами они до этого доказали, что дают возможность развиваться здесь людям по национальному признаку. Когда они принимали, где национальные поселения, где национальные округа, те, которые должны быть
их сегодня нет. Поэтому я считаю, что сегодня вот инициатива организации Крым-Берлиги, которая сегодня предлагает всем народам Крыма объединиться ради созидания, и та сегодня на выборах поддержать единственного гаранта Конституции, который себе доказал сегодня во всем мире как гарант тех принятых постановлений ООН и других организаций международных, которые приняты были на международном уровне, которые гарантируют равную жизнь всем людям, поддержать Владимира Владимировича Путина на президентских выборах. И также поддерживаю инициативу организации Крым-Берлиги, которая сегодня предлагает сделать общественную инициативу «Мой мирный, счастливый Крым». Под этой инициативой может проявить себя любой житель Крыма, любой гражданин, проживающий в Крыму, внести свое предложение, как лучше развивать Крым, высказывать свое мнение, не боясь, имея право конституционное на свое волеизъявление, высказывание своего мнения и отстаивание свое мнение. Поэтому я предлагаю всем крымчанам сегодня, всем крымским татарам объединиться вокруг организации Крым-Берлиги, вокруг этой общественной инициативы, поддержать Владимира Владимировича Путина. И дальше, как залог будущих успехов, это прежде всего мир в Крыму. И это основа, на основе этой можно привлекать инвестиции, находить партнеров и делать жизнь в Крыму счастливым. То есть мы поддерживаем то, что сегодня мы видим красной чертой, что проходит от рождения ребенка, обучения, первого рабочего места до самой старости в России и Крыму будет гарантировано. Поэтому я считаю, что это очень правильная инициатива. Мы должны собираться, общаться и поддерживать такие инициативы. Всех также поздравляю с праздником. Желаю всем успехов. До свидания. Спасибо большое. Желающие выступить есть? Тогда разрешите мне вести собрание. Я даю слово Рустему Николаю. Меня начинать? Ну, еще раз всех с праздником. Александр Николаевич, полностью с вами согласны. Крым также является многонациональной республикой. И всем, чем занимается общественная организация Крым-Берлиги, само название говорит за себя. То есть в переводе это крымское единство. Что оно в себе несет, это несет объединение всех народов, живущих у нас в республике, в Российской Федерации и не только. Что на сегодняшний день происходит в крымско-татарском социуме, раз мы этот вопрос затронули? На самом деле крымские татары на сегодняшний день уже интегрировались, да, в состав Российской Федерации. Они понимают, что Россия, российское государство, это уже неотъемлемая часть, да, Республики Крым, Республика Крым неотъемлемая часть этого государства. Да, есть шероховатости в правовом поле, что многие сегодня соотечественники не знают в полном объеме, да, законов Российской Федерации, Конституции, хотя многие законы Российской Федерации, вы правильно говорите, они работают во благо жителей Российской Федерации, и неумение ими пользоваться вызывает много вопросов. Да? Поэтому в Крым-Берлиги были открыты офисы в регионах, был создан юридический департамент для того, чтобы интегрировать наших соотечественников, помогать их в их насущих вопросах. Мы работаем на сегодняшний день, можно сказать, в районах неким коммуникатором между гражданами и властью. Да? Почему? Потому что любому гражданину сегодня пройти в ту или иную организацию, вот, в тот или иной государственное учреждение, потерять на это 1 или 2 дня, там, заполнить какой-то бланк и ждать ответ месяцами. То есть это такая некая волокита, это в каждом государстве. Если люди с этим сталкиваются, мы помогаем абсолютно бесплатно эти преграды людям проходить, вот, насколько это возможно. Да, ну что хотелось бы отметить, что когда мы открылись, и вот возьмем даже Джанкойский район, он приграничен с Украиной, вот, самый первый район в Крыму, который граничит с Чонгаром. Вот. Но что хотелось бы отметить, люди были удивлены, что общественная организация Крым-Берлиги, она оказывает помощь не только крымским татарам, а людям вне там, от этнического происхождения, от вероисповедания. То есть для людей это было что-то новое. Да? Что это нам дает? В первую очередь это нам дает объединение, снимание вот этих граней, да? Что крымский татарин, там, либо русский человек, либо еврей, либо украинец не готовы друг другу помогать. Вот этим вот
одним из примеров мы на сегодняшний день и объединяем народы, живущие сегодня в Республике Крым. Также наши организации были направлены в свое время обращения в ООН, в ОБСЕ, где нашими ветеранами национального движения, нашими экспертами были сделаны оценки в бытность украинскую, когда 25 лет крымские татары жили в составе Украины, какое на самом деле было от украинского государства к крымским татарам отношение. И вы правильно сказали, то, что было задекларировано, оно не исполнялось. Тому же Мустафе Джемилеву, который неоднократно был депутатом Верховного Совета Украины, ничто не мешало продвигать эти законы, да, то есть в высших государственных институтах. Ну, этим человеком, наоборот, несся такой вот, знаете, оппозиционный постоянно посыл у народа, да, что вот любое государство, причем без разницы, там, Украина бы была бы сегодня, да, завтра там пускай будет там Россия, да, кто бы ни был, у них всегда все плохо. При Украине они жили, они обращались в российское государство, были у них такие мероприятия, где они просили помощи, да, и приводили в примеры, что все народы в российском государстве были реабилитированы еще в 90-е годы, в начале 90-х годов, да. Вот. И что получается? Вот наш народ, еще не так много времени пройдет, и они сами все окончательно поймут, что на самом деле Мустафа Джемилев и все его там сподвижники на самом деле совершили большое преступление в сторону крымско-татарского народа в 2014 году, когда президент Владимир Владимирович Путин его пригласил и анонсировал, он говорит: вы скажите, что надо вашему народу, да? Где вы хотите видеть своих глав администрации, сколько вы хотите видеть депутатов, что вообще надо крымско-татарскому народу. Он же не собрал народ, он же не собрал, как говорят у нас у мусульман, и не спросил, да, народ, а что мы делаем? Вот есть на сегодняшний день такое предложение от главнокомандующего. Принимаем мы его или не принимаем? Так что он сделал? Он единолично принял решение. На следующий день он кричал уже в ОБСЕ: везде вводите войска, и Путин это фашист, и так далее, и так далее, и так далее. Мы считаем, это самое большое преступление, которое было им сделано. И наш народ этому уже сегодня каждый день по нарастающей дает свою оценку. То же самое можем сказать по поводу их риторики. Она не меняется, она и не будет меняться, потому что эта структура курировалась постоянно иностранными спецслужбами. Мы знаем даже последний Хурултай, который у них был в бытность украинскую. Но вот вы мне скажите, что на этом Хурултае делает первый заместитель посла Америки, который был в Украине. Он присутствует на собрании Крымско-татарского. Вот что ему делать на внутреннем собрании? То есть это говорилось о том, что курировалось вплоть до того, кто будет входить в состав Хурултая Меджлиса, да, то есть американскими там спецслужбами, ЦРУ и так далее, и так далее. На сегодняшний день соборная мечеть, на которой спекулировали не 25 лет, слава Всевышнему, она строится. Крымско-татарский язык государственным, на уровне с украинским, русским и крымско-татарским. Да, порядка 10 тысяч учеников было отправлено с Москвы в Крым, опять же, на крымско-татарском языке. Школа Алёны Абдинановой, которая на Фонтанах построилась, опять же, ее построил Владимир Владимирович Путин. И многое-многое другое. То есть, к чему говорю это все, да? Что на сегодняшний день уже наш народ в большей степени, можно сказать, 99% уже дает оценку тому, как российское государство подходит к тем или иным народам. То есть оно не делит, да, то есть на вероисповедание, опять же говорю, на национальности, то есть оно пытается охватить все народы и учесть интересы всех народов. Да. И вот этот большой плюс. И конечно же, то, что сегодня происходит на Донбассе, мы все понимаем, что это братоубийственная война. Мы все должны приложить максимум усилий, общественников, вне зависимости от наших национальностей, прикладывать максимум усилий, доносить на международные площадки, что на сегодняшний день та власть, которая захватила Украину и совершила переворот, вот, они есть на самом деле преступники. Вот над этим всем мы должны вместе работать. Спасибо за внимание.
Можно там товарищ подъехал еще один. Да, конечно. Встретили нас, кто там подъехал. Алексей, помнишь? Да. Что бы я хотел сказать в отношении тех Что это рассказывает? вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Действительно, идея мирного развития, мирного существования, она очень близка и понятна всем вообще, а в Крыму это особенно, потому что, значит, Крым это такое место, в котором, вообще говоря, нельзя воевать. Если тут возникнут какие-то такие военные действия или вообще вражда, то просто-напросто Крым перестанет существовать. Об этом мы, как крымчане, исторически мы знаем, потому что Крым это как корабль. То есть, если есть команда на корабле, она должна сделать все, чтобы корабль плыл правильно. Если там раздоры, то корабль просто не поплывет. И на сегодняшний день мы, конечно, вот изначально, и наша организация, мы изначально говорили о том, что главное это мир, главное это мирная возможность развития, сосуществования, поисков решений и так далее. Что любые вопросы можно решить, можно найти своих соратников, можно уговорить как бы людей, которые имеют другое мнение, можно обсудить, можно найти пути развития, и можно все это делать. И в этом отношении мы действительно бесконечно благодарны тому, что мир в Крыму, в отличие от, скажем, от сегодняшней ситуации на Донбассе, обеспечила Российская Федерация, что решение, которое окончательно было принято президентом России, оно совершенно правильное. Мы, безусловно, поддерживаем именно этого президента будущего, сегодня действующего и завтрашнего, для того, чтобы все начатые преобразования были нормально реализованы, и мы сами, активно участвуя во всех этих преобразованиях, довели все это дело до такого логического, правильного конца. И я думаю, что это может быть только с нынешним президентом. Поэтому мы 13 января единодушно выразили это мнение. Сегодня мы должны подтверждать это. Сегодня мы должны активизировать нашу работу и сделать все для того, чтобы и в будущем все проблемы, которые на сегодняшний день еще остались в Крыму, чтобы они были решены. Но решить их можно только вот во главе с данным президентом. Сава, спасибо. Спасибо. Шевкета, скажите, вы наш акционер. Добрый день всем присутствующим. Спасибо Сетмиру Нуридиновичу, что он решил собрать нас и такой праздничный день. Всех поздравляю с праздником. Задачи предстоят, конечно, и у нас у всех грандиозные. Да что ты будешь делать с нашими телефонами? В чате, черт возьми. Виноват. В общем, я что хочу сказать. Вот то, что вы говорите все, у нас наши старшие товарищи, которые поднимали национальное движение крымских татар после выселения с Крыма, когда уже война кончилась и начало все устанавливаться, они никогда не считали себя оторванными от России. И всегда считали, что мы российские граждане. И Крым всегда считали в составе Российской Федерации. И уже когда мы были здесь, в Крыму, когда уже начали возвращаться, и когда Украина начала нас, как сказать, не принимала наши предложения, ни нас, ни руководителей наших, никого. Мы, значит, у нас была организация крымских татар, называлась «Крымские татары за союз с Россией». Вы вдумайтесь в это. Это еще во времена Украины. Это организация, которая защищала Украину от американцев, Европы, от НАТО. Хотела, чтобы Украина была в дружбе с Россией. И мы видели, что экономика Украины и России взаимосвязаны настолько тесно, что если они будут и дальше развиваться, не рвать их, как они рвали украинская власть, то процветание будет и у украинского народа, и тем более у русского народа. Это никто от этого не потеряет. И мы на этой платформе стояли всегда. И уже когда Крым вернулся в состав
России уже окончательно и бесповоротно. Надо об этом всем говорить. И всегда говорить об этом, где бы мы ни находились. Это просьба к нашим ребятам из Джанкоя, Бахчисарая и Красногвардейска. Мы должны это все время нести вперед. Вот это то, что Россия, это то, что нам всегда было в нашей душе. Мы всегда приверженцы России. И тем более сейчас вот перед выборами президента выбор, как мы тогда выбрали наиболее достойный кандидат в президенты, как мы считаем, действующего президента. Потому что как Крым вернулся в состав России, сразу был опубликован указ о реабилитации. Потому что мы как это в воздухе плавали, никто нас не реабилитировал, сколько мы не обращались в Украину. А в России уже наши, кто был репрессирован, они получили реабилитацию. И вот сейчас только наш народ, который имеет право на реабилитацию, начинает получать справки о реабилитации. Это большое дело. Но об этом забывают многие наши соотечественники. Я хотел бы, чтобы они всегда об этом вспоминали, что дала нам Украина свою бытность 25 лет, и то, что уже Россия на протяжении этих 4 лет мы вошли в поле российского законодательства и имеем все привилегии, пенсии, льготы, обеспечение, и в том же числе и реабилитацию. Наш народ уже получил свое лицо, которое оно имело до войны. И возвращаясь к нашему разговору о том, что мы сделали правильный выбор, мы должны, Сетмер, вот это попросить, обратиться к нашему главе республики, чтобы он дал указания районным администрациям организовывать встречи наших ребят в сельских местностях, где живут наши компактно проживают люди, чтобы они давали зеленую улицу. Пришли, собрали людей, сельский совет, председатель. Приехали мы, объяснили, попросили, своего рода провели агитацию, чтобы наши люди не оставались в стороне. Потому что пассивность наблюдается, это однозначно, что не все люди еще прониклись тем, что происходит, не все еще не знают, что делать. Поэтому, если мы будем проводить такую работу, то мы достигнем большего. Поэтому, я думаю, вот то, что вы здесь говорите, это все правильно. И все надо делать так, чтобы оно еще правильнее было, чтобы усиливались наши позиции и нашего государства, и людей, живущих в этом государстве, чтобы мы все имели возможность дальнейшей процветающей жизни для всех нас. Спасибо за внимание. Кто хочет выступить еще? Да, здесь один нюанс есть. Пожалуйста, Мы говори. с этим обратиться не можем, потому что это называется админ ресурс. И это Почему админ не может? это будет админ ресурс на пользу одного кандидата. Это нельзя так. Мы общественники, мы Да, мы имеем право только по своей линии. У нас сегодня работает в Джанкое, в Красногвардейском районе, в Бахчисарае. Есть наше отделение, где мы постоянно над этим вопросом работаем. А вот как вы предлагаете... Дополнение можно, я нельзя. скажу? Пользуясь случаем, жителям Донецка, Луганской области, от Крым-Берлига, от нашей общественности хочу заявить, что сегодня 4 года прошло, уже народ Украины видит, что было. И сегодня спасибо даже тем предателям, которые стреляли в наших людей. Это грузинские снайперы, итальянские снайперы. Весь мир доказывает, что это был переворот, захват власти. Сегодня долго так продолжаться не может. И мы верим, что Россия никогда своих жителей Донецка, Луганска не оставит в той беде, какую сегодня подписал Порошенко. Он развязывает свои руки и дает всему миру знать, что имеет право использовать любое летальное оружие или что. Этого никогда не будет, и мы все за свое, донецких жителей, луганских жителей, будем стоять в поддержку жителей. Если надо будет, поедем, Михайлович, будем вместе с вами командовать. Я тоже могу чуть-чуть командовать. И будем наводить порядок в Украине. Сегодня надо опомниться, стать на колени перед этими жителями, которых уничтожили, расстреляли, и идти в мирные переговоры. То, что они нормандскую четверку или Минский договор уничтожили,
они думают, у них получится использовать все против жителей Донецка. Я считаю, что пока есть Россия, пока есть гарант нашего государства, миротворческие силы всегда будут в Донецке и не дадут никого уничтожить. Мы над этим работаем. Спасибо. Говорите лучше. Ну, большое спасибо, конечно. Я вот думаю, что Сергей Юрьевич, представитель Луганска, он очень много времени провел в свое время на вот объединение, межнациональные вопросы, которые поднимались, там у них все объединялись. И я думаю, что Луганск занимал достойное место в экономике Украины, и много хорошего там делалось. Поэтому, Сергей, если вы можете, расскажите нам, пожалуйста. Да, спасибо большое. Мне вообще очень приятно сегодня присутствовать. Вот, спасибо за приглашение. Приятно присутствовать на таком импровизированном круглом столе. Вот, я слышу сегодня вот такие мудрые слова, идущие из души, и тепло, и такое глубокое понимание всех обстоятельств, всей ситуации, которая складывается вокруг и Крыма, и Донбасса на сегодняшний день. Вот, я очень благодарен за теплые слова поддержки в адрес донбасского народа, в том числе по поводу того, что сегодняшние события, они выбивают из контекста нормальной жизни очень большую часть населения Донбасса. Вот. Я вам хочу сказать, что вот настроение поддержки вообще, ну, как бы всех таких направлений, ну, такого дружеского, гуманного взаимоотношения между двумя братскими странами, еще на время, когда Донбасс, ну, скажем так, внешне мирно сосуществовал с остальной частью Украины. Вот. Мы наблюдали еще, начиная, насколько я помню, с 2008 года, когда в Украине уже начались вот эти вот происки на то время оранжевой власти, они пытались продвинуть идею о расторжении договора о нахождении Черноморского флота России в городе Севастополе. Вот. Мы в то время со своей конфедерацией «Русское наследие» провели такое, можно сказать, исследование, тестирование, и в то же время и призыв о выражении своей позиции, и четко увидели, что именно вот жители Луганщины в то время более 50 тысяч подписей отдали за поддержку вообще, ну, не просто нахождения Черноморского флота в Севастополе, в Украине, а за бессрочное нахождение. То есть вот тут это говорит о чем? О том, что дух дружбы с Россией, он всегда присутствовал у жителей Донбасса, у жителей Луганщины в том числе. И то, что в дальнейшем произошло, к сожалению, вот, на Майдане, вот, та преступная власть, которая таким нахрапом, кровавыми такими событиями захватила возможность управлять Украиной, естественно, это принесло большую боль населению Донбасса в том числе. Но на сегодняшний день мы видим и чувствуем поддержку крымчан. Вам большое, огромное спасибо за то, что вы нам сочувствуете, и за то, что вы выражаете вот такую уверенность в том, что в случае необходимости всегда будет помощь. Я вспоминаю вот 2014 год, я выступал на Харьковском съезде депутатов Юго-Востока Украины в то время. Это было 22 февраля, как я сейчас помню, 2014 года. Вот. И когда я вот, ну, как бы изложил те существующие вопросы и проблемы, которые были, там уже пошли столкновения, когда начались призывы даже за использование русского языка просто в жизни, в трамвае, как говорится, в автобусе, в любой общественной сфере, в общественной жизни. В то время Технибок, свободовец, начал призывать просто, чтобы люди несли за это уголовную ответственность. Это настолько вообще элементы дискриминации такой в то время проявлялись. Ну и, соответственно, напряженность обстановки и сталкивание так называемой лбами, оно
было очевидно. Так вот, когда я обо всем этом говорил на съезде, в конце я как бы затронул тему, ну, я не мог сказать прямо, но я сердцем и душой в то время сумел передать, я это почувствовал, потому что зал, 4500 человек, они поддержали вот, мою мысль о том, что если вдруг вот та нечисть бандеровская, на сегодняшний день мы это все прекрасно понимаем, поднимет голову и начнет делать какие-то попытки вот, в сторону жителей Донбасса, то наша братская Россия, она нас поддержит. И это так и получилось, и никто в этом не ошибся. И зал скандировал тогда, что Россия, Россия, потому что мы все духом понимали, что единственная надежда наша – это Российская Федерация, и, естественно, во главе с президентом России Владимиром Путиным. И прекрасно было, что в определенный момент, используя свой мировой авторитет и опыт, действующий президент Владимир Путин и на сегодняшний день тоже, они использовали для того, чтобы каким-то образом повлиять вот на нормандскую четверку, на решение, затем на появление Минска-1, Минска-2, для того, чтобы прекратить ту вакханалию военных действий, которая начала развиваться, все вы прекрасно знаете, в 2014 году. Вот, исходя, вообще очень много хочется сказать, но я так понимаю, что как бы, рамки сегодняшней встречи, возможно, не позволяют нам настолько как бы, занимать ваше время. Но и хотел еще коротко сказать о том, что я очень рад, что в свое время вот, своей мудростью, мудрыми шагами, ходами и душевностью вот, Владимир Путин в свое время сумел сделать так, чтобы ни одна капля крови не пролилась на крымской земле. Это огромная заслуга, и мы должны, не стесняясь этого слова, просто поклониться в ноги за такое решение и за тот механизм, который был применен, очень такой по-военному мудрый, мужественный, сильный ход, который позволил сохранить огромное количество жизней и, к сожалению, потерянных у нас на нашей земле в Донбассе. Я счастлив за вас. И еще раз огромное спасибо вам за поддержку. И естественно, что на сегодняшний день никакого просто сомнения даже нет, что единственным президентом на сегодняшний день в России может быть только Владимир Путин. Это моя точка зрения всех моих соотечественников. И, насколько я слышу, сегодня и ваша в том числе. Я рад, что наши позиции солидарны, они совершенно одинаковы в этом смысле. Спасибо за теплые слова, которые вы сказали. Действительно, только благодаря нашему президенту из единого выстрела 20-тысячная армия украинских войск освободила Крым и ушла. Эта история, оно будет всегда об этом говориться. Огромное спасибо. Мы живем в мире, в согласии, без единого выстрела, открытое небо, солнце. Поэтому это неоценимый вклад нашего президента. Историки еще об этом скажут, может, нас уже не будет, но факт остается фактом. Знаете, я хотел бы еще сказать большое спасибо. Вот когда, естественно, не каждый человек мог держать оружие по состоянию здоровья, не каждый человек мог, там, допустим, участвовать в войне, но в принципе были и люди искусства, науки. И вот, естественно, многие поехали в Крым как бы, за спасением своей жизни и где-то также дальше продолжить свою деятельность. Но немногие, те, которые приехали постоянно, допустим, были в Крыму, кто-то, может быть, раз был в Крыму, кто-то несколько раз за свою жизнь был в Крыму. И вот здесь, конечно, проявление вот братского крымско-татарского народа, которые приняли людей в семью, которые приняли людей рядом, поставили, создали рабочие места, которые помогли адаптироваться в крымской реалии, в крымском обществе. Вот многие наши и бизнесмены, и врачи, и люди, которые пошли работать сегодня на землю, в сельской местности, там, где очень компактно проживают сегодня крымские татары, отмечали, что вот именно проявление такого духовного, братского
вот было очень высоко оценено, что помогли людям по-человечески найти жилье. В первое время там какие-то даже оказывали материальную помощь, всегда, как говорится, делились куском хлеба и глотком воды, то, что сегодня было необходимо для человека, вот, брошенного и как бы гонимого фашистской властью, почувствовать все-таки вот именно такое братское настроение людей и получить первую помощь. Поэтому я выражаю большое спасибо организации Крым Берлиги, которая первая откликнулась на беду наших земляков, которые приняли, как сказать, в свою семью, помогли им адаптироваться, и сегодня люди счастливы, проживают семейной жизнью и рады тому, что они живы и попали как раз в свою семью. Вот именно наш земляк Алексей, который занимается предпринимательством, который занимается бизнесом сейчас здесь, в Крыму, у него такая самая благая профессия строителя. Он строит школы, строит детские садики. И вот именно плечо в плечо с братским крымским народом, крымскими татарами помогает развивать регион. Алексей, расскажи свои впечатления по этому процессу. В первую очередь хочу поблагодарить, приехал я сюда в 2013 году, в связи с тем, что нахожусь в Севастополе, живу в Севастополе, езжу по всему Крыму, общаюсь со многими людьми. Вот. Всегда чувствую поддержку, помощь. Не могу сказать, где бы я получил бы отказ, или хотя бы, как у нас бывает, в двери стучат, да, там им не открывают. Всегда идут навстречу, понимают, помогают, поддерживают. Возвращая к тому, что Александр Михайлович сказал, там, строим, ремонтируем, делаем капитальные ремонты садиков, школы. Также принимал участие вот, в 2015 году, 42-ю школу делал. Вот, приложил руку к этому. Ну, что только слова благодарности после того, что тут было сказано, добавить больше ничего не могу. Огромное вам спасибо. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, так же как чем можем, мы поможем. Огромное спасибо вам за вашу помощь. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. Крым Берлига на самом деле оказывает помощь. Вот одной из фамилий, которую мы уже несколько лет сопровождаем. Они сейчас живут в Керчи, у них проблемы большие без прописки, но это фамилии Коробейников Николай Алексеевич и Коробейникова Нина Дмитриевна, которых мы и финансами помогаем, и сопровождаем. Ну, думаю, добьемся того, что получили гражданство тут Российской Федерации. Все это, и много у меня тут фамилий, вот и населенные пункты по национальностям были мы в Крыму, ездили, донецкими, многими встречаемся, многие прописались, довольные, но очень много вопросов, как и везде. Вопросы в жизни никогда не кончаются. Есть хорошие вопросы, которые решаются, есть отрицательные. Также у нас, крымских татар, и у жителей Крыма очень много вопросов. Дороги, газификация. Вот мы недавно были в Джанкое, люди детей одевают сапоги, только выходят на асфальт, одевают туфли, идут в школу. Ну что, это система, которая 25 лет Украина вообще ничего не делала. Сегодня, проезжая от Керчи, допустим, до Симферополя, более 2000, даже около 3000 единиц техники работают в суточном режиме. Федеральные дороги все строятся. На местном уровне, конечно, надо еще много решать. Я думаю, только вместе мы это все потихоньку добьемся. Да, помогая друг другу, Да. все будет сделано. Вам Ну, я хотел бы еще сказать, также сегодня мы когда вот видели вот именно такую живую работу в Крыму, вот, я как представитель Центра стратегического развития и моделирования, который находится в Москве, который много очень проводит исследований на международном уровне, на межнациональных тех проблемах, которые происходят на межгосударственном уровне. Мы пишем аналитические записки. Вот я с Аюном Садыковым очень много рассматривали тех проблем, которые есть, и того, что сделано в Крыму. И вот действительно, вот как и коллега сказал, что вот и вопрос о реабилитации, вопрос общественной инициативы, вообще первых шагов сближения людей с людьми, оно вот сегодня только после вот этой вот периода, так сказать, украинской власти начали проявляться
вот сегодня в Крыму. И, естественно, сегодня вот много, я общался с депутатами Государственной Думы, те, которые вот сегодня говорят, да, сегодня нам нужно поэтапно, шаг по шагу приходить к тем претворению законам, которые могли бы гарантировать крымско-татарскому народу вот именно развитие цивилизованное, как во всех цивилизованных государствах. То есть сегодня переходить к тем национальным поселениям, национальным поселкам, где по национальному признаку будут избираться руководители, эти руководители будут нести культуру. И действительно то, что сегодня организация предлагает сегодня объединиться вокруг инициативы развития Крыма, в целом Крыма, как бы объединяя вокруг себя все народы, живущие в Крыму, этого, конечно, многого, оно, как бы говорят, в народе стоит. И я думаю, что вот именно такая созидательная, объединяющая работа, она даст свои результаты, и Крым будет одной из самых процветающих республик, регионов, я думаю, не только в России, я думаю, вот, и во всем мире. Да. Я думаю, что сегодня людям есть что выбирать. В случае прихода сюда Украины и то, что они планировали, здесь будут базы НАТО, здесь будут склады с фосфорным орудием, с химическим оружием. И вот человеку просто, вот мы сегодня говорим о ценах, о житье, о нашем досуге, о коммунальных проблемах. Это чисто человеческие нормальные проблемы. И мы говорим, хотим себе комфортной жизни. Как нам будет комфортно жить? Возле сегодня, когда Владимир Владимирович Путин и российское правительство говорит сделать Крым не только российской здравницей, а всемирной здравницей. И у нас будут тенистые санатории, у нас будут медицинские центры мирового уровня, к нам будут приезжать люди лечиться, говорить нам спасибо, как говорится, и, естественно, в Крыму будет экономическое этого процветать. Или рядом с военной базой, с Першино, со складом фосфорного оружия, с топливными складами, со всеми остальными оружиями, где будет человек комфортнее. Я думаю, конечно, это вот именно та стратегия, которую сегодня предлагает и Крымберлиги, она соосно соотносится с теми программными принципами нашего кандидата в президенты. И, конечно, даже без раздумий, я думаю, всем людям нужно объединиться вокруг этой инициативы сегодня общественной, наш мирный, наш счастливый Крым. Каждый должен высказаться, как правильно говорит сегодня Дима, что и в соцсетях, и в быту мы должны это не оставлять, единогласно заявить о наших требованиях и нашем видении. И не надо нам со стороны, там, как сказать, этих вашингтонских высот, там, киевских, их единомышленников навязывать какое-то мнение о нашей жизни. Мы сами устроим свою жизнь в России, сами устроим свою жизнь в Крыму и будем жить счастливо, мирно. Все народы будут существовать и процветать. Спасибо. Может, кто хочет дополнить? Ну что, я считаю, что нормально. Мы были еще раз с праздниками всех. А теперь на свободную тему каждый может беседовать. Говорит, спасибо. Еще что хотелось бы сказать, вот, мы как-то вот разговаривали, может, проведем более расширенный круглый стол, как и планировали. Я думаю, что сейчас, если вы 15 января мероприятие проводили, да. Сегодня как раз, я думаю, может быть, да, как говорят коллеги, можно много мелких провести в разных местах, встречаться с людьми. Я думаю, нужно создать, вот я думаю, что все мы примем участие в этом создании этого сайта «Мой мирный счастливый Крым», где люди могут, допустим, из соцсетей выходить туда, вносить свои предложения. Что вот одно, вот почему это между нами как бы получился Майдан вот в таком виде, в котором он получился. Ведь сопричастность, чувство собственного достоинства, оно у человека, как и жажда, оно у человека сидит, признание. Если вот у нас была ошибка, я вот хочу извиниться, потому что я как бы был членом партии регионов, и в свое время в Донецке был объединяющий съезд партии мусульман и партии регионов. И вот я был на этом съезде, я от партии регионов был делегирован, выступал на съезде, братья мусульмане, давайте вместе, давайте все остальное прочее, мы будем вместе строить, все остальное прочее. А потом наша верхушка
вот, и мы с ними контактили и все остальное прочее, они как-то немножко ушли в сторону, и вот люди были оторваны, вроде бы они пошли и их бросили, а куда идти, чем заниматься, не этот самый. А вот Майдан, приходи к нам, приходи, мы тебя всех этот самый. А человек, он был замкнутый, вот многие, я киевлян знаю, даже родители говорили о своих детях. Он сидел замкнутый, ничего, как серая мышка. А тут ему пришли, давай, ты парень вот такой, иди вперед. И вот он подхватил, потому что ему дали так, вот, сопричастность. И он здесь увидел себе признание, что его признали. Нам еще деньги платили? Да, и деньги платили. Ну, и вот люди пошли. Так вот и мы сегодня должны нашей инициативой дать человеку возможность высказаться, чтобы он почувствовал себя человека, чтобы он мог реализовать свои идеи, чтобы он его услышал. Поблагодарить его за его предложение, которое он пришлет. Пусть оно будет самое авантюрное, самое большое спасибо, что ты принял участие, большое спасибо, твое предложение мы приняли, мы обязательно объединены. Если оно будет какой-то, допустим, направленности для открытия глаза власти, то нам, я думаю, стоит заключить определенный договор с действующей администрацией, и районной, и городской, и республиканской властью, чтобы мы могли, допустим, те нормальные, то, что сегодня до них не доходит, мы им будем на общественный прием надсылать эти лицам, пусть они реагируют на всевозможные нарушения, которые существуют, и люди где-то в селе, он сегодня ему-то, допустим, бросить, а что такое знает, кто сельский труд год бережет, то посевная, то это самое, все оторваться ему и достучаться он не может. Зато, направив сюда предложение, мы отправили в общественный прием, общественный прием отреагировало, человека услышал, написал письмо, мы засмотрели, то ли там направить по инстанциям, рассмотреть его просьбу, жалобу и все остальное прочее. Это будет такая сеть коммуникационная, которая, правильно Дима говорит, среди блогеров, среди социальных сетей, люди будут общаться, вносить предложения, как бы, и видеть, что что-то делается. И глядишь, оно как бы такое живое общение приведет к тому, что действительно мы только будем монолитнее, крепче, никто не будет шептаться, все будут откровенно высказываться, понимать, у кого на душе, у кого что за душой. То есть мы должны быть открыты и как мы такие, как, если общественная организация, она всегда, что такое общественная организация? Это единомышленники, правильно? Да. Вот это вот сегодня это единомышленники собрались, и мы единомышленники, естественно, мы сегодня можем сегодня где-то вот, участвуя в определенных структурах, кто в депутатском корпусе, кто на работе руководителя, кто общаясь с представителями власти, мы вместе с ними доносить, рассказывать, помогать. Почему? А где-то как-то, знаете, я всегда говорю, что на то и волк в лесу, чтобы заяц не спал, не да? дремал. Не дремал. Так поэтому и мы будем этим волком для власти, всегда будем показывать на актуальные проблемы. Ты сегодня там не думай там все остальное прочее, а только о собственном благе, а думай сегодня и о народе. Вот это мы должны доносить чаяние народа и о том же ценообразовании, и о возможности там, инвестирования, мини-кредитов, организации возможные инициативы и фонды для этого. Вот. Много я в этом плане работал. Все-таки, как бы мы говорим сегодня, да, мы ушли сегодня и в определенной изоляции, мы сегодня под санкциями и все остальное прочее. Но очень мало делается для внутреннего инвестирования сегодня. Почему, допустим, вот, не привлекаются частные капиталы, государственное частное партнерство сегодня? Можно было бы сегодня за счет частных денег, за счет частных сбережений, вот, как бы, будучи на административных должностях, там, командуя районами, городами, я вот смотрел, что у нас, вот, допустим, бюджет, тот, который у нас был, там, кот наплакал, как говорится, мы могли за этот бюджет, допустим, ну, отремонтировать какую-то, допустим, школу. Это была сумма. А если бы мы эту сумму распределили на 5 в виде, допустим, ресурсов, взяли бы у 5 бы сегодня деньги, и 5 бы платили бы проценты в определенное этот самый, то мы бы могли бы сразу отремонтировать 5 школ. Вот, знаете, сегодня это нужно. Сегодня нужна отремонтированная больница. Сегодня нужно новое оборудование в больницу. Мы спасем жизнь. Сегодня нужно в детском садике, чтобы дети не болели, и мест не хватает в детском садике. Это нужно сегодня. И вот сегодня нужно закрывать эту проблему, а потом эту сумму уже людям под нормальный банковский, как он положил бы на депозит, эти деньги из бюджета возвращать ему. То есть сегодня в многих странах существует такая практика. Сегодня нужно принимать законодательство.
А это для этого нам нужно сегодня работать с нашими депутатами Госдумы, которые сегодня у нас есть, предлагать им эту инициативу, помогать им разрабатывать такие законы, которые бы они вносили бы в плане законодательной инициативы. И тогда будут появляться у нас эти фонды будут работать на нас, тех, которые живут вот здесь, на местах, на земле. И также финансирование сегодня частных предприятий, которые смогут сегодня развивать и поднять сегодня и промышленное производство, и сельское хозяйство. Ведь как бы мы не говорили, что да, сегодня есть у нас экономика, она подразумевает определенную ресурсность. То есть это природные ресурсы, те, которые у нас сегодня есть, географическое положение, мы это должны использовать и подобрать то, что у нас валяется под ногами. Но потом все равно, как бы то ни было, начинаются финансовые ресурсы, предрасположенность людей к этому бизнесу и обучение этих людей. Ведь если человек не умеет, а сегодня тех нет, которые у нас были раньше, которые учили первое звено производственных сил, их сегодня нет. Это сегодня нужно тоже развивать. А если нужно развивать, для этого нужны деньги. А этих денег сегодня нет. Вот сегодня даже сделали, что по решению администрации, то ли областных, то ли, допустим, как крымская администрация, сегодня, если ты получил кредит, и это подтверждается профильным министерстве региона, тогда тебе снижают процентную ставку. Но взять этот кредит, ты должен сдать залог, а залог там вторым перекрытием. А где у тебя залог, ты только начинаешь, у тебя хорошая идея. Этого нет. Вот мы когда-то разрабатывали такое законодательство, но, к сожалению, вот оно было на выходе, но это Майдан и революция, она, конечно, переворот, все помешал. И создать общественные фонды, которые были государственно-частный фонд. Там где участвует государство, частные лица. И создается практически региональный совет. И этот фонд, он выступает не для того, чтобы его отдавать, а он выступал бы гарантом получения кредитов, малых кредитов для тех предпринимателей, у которых хорошая идея, хороший бизнес-план, но нет сегодня средств и нет сегодня залога. Потому что квартиру отдавать мало ли чего, завтра налоговая, говорится, наехала, милиционер приклепался, и квартира уйдет, кредит уйдет, и все остальное. Человеку паспорт порвал на глазах милиционера, ничего теперь никто не может сделать. Так и это пойдет, документы порвет и все. Поэтому, когда есть это самое, можно действовать. То есть много сегодня инструментариев, много сегодня тех вопросов, которые, если мы применим, то, я думаю, и цены упадут, и все остальное прочее будет. Поэтому я, конечно, выражаю большую благодарность сегодня всем присутствующим за гражданскую позицию, что несмотря на праздник, а может быть и ради праздника мы собрались, что как мужики, как говорится, посмотрели друг на глаза, пожать друг другу руки, и мы будем уверены, что в случае грянет чего-то, мы станем спина к спине, станем рядом и все остальное прочее, и еще посмотрим, на чей будет улица праздник. Большое всем спасибо.